прокурор. Ну, давайте гипотетически представим такую ситуацию, да, просто визуально представим такую ситуацию. Счетная палата объявляет тендер, и техзадание, да, она объявляет тендер среди физических лиц, как судебный департамент это объявил. Среди физических лиц покупка автомашин. Моя жена, узнав о том, что могла бы пойти и участвовать в тендере, расскажите, могла? Могла. Закон, действующий на тот момент о государственной закупке, гласит, что не должно быть прямого конфликта интересов. То есть принимающий решение субъект не должен там жену, близких родственников, ну, это называется конфликт интересов. В законе о госзакупке, который регулирует эти отношения, четко предписано, черным по белому, однозначно, императивно. Другого толкования нет. Что близкий родственник не должен быть конфликт интересов. Прокуроры не должны быть со мной братья-сестры. Тоже нельзя. Вы не должны быть со мной братья-сестры. Вот это и есть конфликт интересов. И она спокойно могла легально пойти, мен машинаны сатам, алып қойғыла, бұл аябай жақсы машина, сіздерге соның қызмет қылып береді. Маған 13,5 мың эле берсеңер болды, өзінің басы ушул деп, она могла бы этот тендер выиграть, ну, допустим, гипотетически. Это было бы нарушение закона? Нет. Главное, что должно было бы быть? Я не должен был принимать это решение. В данном случае я принимал решение, чтобы Барак Люкс выиграл? Нет. Ну где я принимал решение? Говорю, айтатель, он подходил, нам чай наливал, на обед приглашал, говорил, вот, окот этот, сатал, пожалуйста. Где-то он им говорю, айтты. Все же сказали, что мы узнали, что машину жену продал Шахмаматов, и средств массовой информации, когда возбудили уголовное дело. Все так сказали. А и Шахмат машины свартруайдер. Оказывается, мы ездили. А из-за скромности тоже не говорил. Ну, зачем? Ну, когда уже это, я узнал, что машина. Потом, если она продала бы счетной палате, это было бы, уважаемый прокурор, это же было бы не нарушение закона. Она, как, она что, сирота, что ли? Или что, изгой? Или что, гражданство у нее лишили? Она не может продать. Она может продать. Могла участвовать в тендере, могла выиграть тендер. И она реально вот выиграла бы. 5 машинаның айтмақ, самым машина сушыл екен, Айдаров екенік, алғыла, Мергентайлар үшенік, алғыла. И было бы все справедливо. Закон запрещает только быть в конфликте интересов, все. Но конфликт интересов-то исключен. Я подписывал, я принимал решение. И если кто-то подписывал, это Чормонов. Вот прокурор откандать-то. 5-го заканчивается вскрытие документов, 6-го он подписывает документ. Куда он торопился? Значит, Чормонов был заинтересован. Что, я его подгонял, что ли? Чормонов и Джанубеков, они с ним дружили год, 2, 4 года тому назад они дружили. Ходили в гости. Чормонов ремонтировал дочь Мерседеса, до сих пор не может возвращать $1000. И это, да, это там, что вы объективно узнали. И где мой интерес? Значит, если кто-то заинтересован, то только Чормонов и Раматлык Джанубеков. Ну, при чем здесь я? Я же говорю, она могла запросто продать машину. Не прибегая к такой большой схема вывайлыч. Или сатканга, вот Джогор Кенеште, мен депутатмын, а? Мы пьем воду, Джогор Кенеш. Ждем депутатов. Да потому что, почему не сажать? Потому что это бизнес. Она имеет право продавать, выигрывать тендер, если этот депутат просто не участвует, не составит тендерной комиссии. А что, пожалуйста. Или, допустим, президент страны. Что, теперь его родственники не будут заниматься бизнесом? Скажет, глава страны им помогает. Если он не помогает, ради Бога. Закон нужен, да? Закон так гласит. Она могла продать. Исключает только мою аффилированную, конфликт интересов. Ущерб барбы, чтобы, преступление это общественно опасное деяние. Киянат, джамандов. Государство 700 000 сомов сэкономило. Уважаемые прокуроры, уважаемый суд. Вы знаете, после вот этого тендера был еще один тендер. Я уже был министром юстиции. Купили 3 машины. Инфинити, Мерседес 500 кузов и Мерседес 280. Каждый по 900 000 сомов. Это же абсурд. Почему Агатиевич? Потому что Шахмамат уже министром юстиции был тогда. Не был. А тут 700
тут 700 тысяч сомов экономится, берки тендер ештеңе болбайт. Например, да, мен айтып атам. И борьбу с коррупцией так не ведут. Уважаемые прокуроры, уважаемый прокурор города, недавно был проведен тендер, который за 12 миллионов долларов стоит объект, продали за 2 миллиона. 10 миллионов государства, все мы, все они потеряли 10 миллионов долларов, кому-то что-то вынагет. Мына коррупция где? Зря мы налоги, зря мазыр бол, моншын барын айлығын налогтары жөнле кетіп отыр, что процесс өткөрчү. Атыякта коррупция. Кыргыз темир жолу объявил тендер на ремонт 11 автомашин за 100 тысяч долларов. Из них Audi 100, который стоит на базаре 2 тысячи долларов, тендерная комиссия 2,5 тысяч долларов хотят ремонт сделать. Вот где коррупция, вот чем надо бороться, вот кого надо привлекать, а не Шахмаматова. Вот этим уже объясняется абсурдность вот этого дела, выборочность дела. Поэтому я говорю, та совесть будет с вами жить всю жизнь. Так нельзя, очень много сейчас коррупции. Я буду нанимать Павлович. Просто, если хорошенько, если надо в стране навести порядок, коррупционеров посадить. Путь пруди. Налево-направо факт. Мы просто айтып тилтешилдик. ВВП 500 миллиардов сомов у нас ВВП. Математический расчет миллиард чарпой солод коррупцион. Из них 30% теневой экономика, да. Это значит, уважаемые прокуроры, 150 миллиардов сомов ежегодно крутится в теневой экономике. А теневая экономика дегенде был жанагы налогын жашырган тип. Из них 20%, если взятка, классический. 30 миллиардов сомов теневой экономикадан жылына мамлекетке зыян тийгизет. Вот она где коррупция. Давайте бороться и снижать вот эту статистику. Таможня 9 миллиардов выпадения, из них, если 20% взять, подозревать, что кто-то берет взятку, это 108 миллионов долларов в год оседает в чьих-то карманах. Вот где коррупция. Вот кого надо по строгости закона сажать вон туда. А не того, кто все это говорит. Вот мои доводы того, что вот это дело с пальца высосанное и абсурдность. Если бы вот эти 4 машины, уважаемый судья, если 4 машины были бы проданы за 11, одногодки, одинаковой модификации, одинаковыми, техническими данными, а мен аялдын машинасы бар 14-15 болуп калса, действительно мен жерге кирип кетмекмин ушул жерде. Айтмаксыңар да, это интересно. Как это так? Все 4 машины продают по 10, а почему-то сеники 14 болуп калды. Где логика-то? Мындай болгон жок да. 13 500. И средств массовой информации, как самолет бомбит этот, сначала средств массовой информации пустили. Он продал машину счетной палате, ездил сам. Ох, какой гад, пишут комментарии там. Народ верит. Но это же нельзя так. Атамбаев как-то говорил, что клевета кылган адам, это бир тууганын этин жеген бар депчи. Потому что он тоже в жизни видел клевету. Поэтому Жанова Кашаева айткан да, ансыганда это же тоже клевета. Андай болгон эмес да.